Недавно, вы, я думаю, это читали, ведаете, недавно Сейм Польши, значит, принял поправку до закона об Институт памяти народов, называется. Вот. Значит, там есть два аспекты у этой поправки. Первый аспект – это то, что те люди, которые будуть приписывать злочинства немецких оккупантов польскому народу и польским громадянам, несут криминальную отказность, незалежно от того, чи они в Польше, чи за межами Польши, и покарание штрафе до 3 годов тюрьмы. Посылается на документы Нюрнбергского процесса, на международные документы. И, в принципе, он закон логичный, он, в принципе, он правильный. Чему? Потому что пошла такая поветра, что называют Аушвиц, Освенцим, там еще называют польскими концлагерами. Они никакие не польские, они немецкие, они были на территории Польши. І гэта не жарты. Обама ў свой час так само сказал, польскі лагерь смерти Освенцим. Вот. Ему подказали, что это помылка, и он попросил пробачения. Ну, але послухайте, когда на уровне президента нехто ему говорит такую информацию, значит, это уже глубоко зашло. И это привело до того, что вот приняли такой закон. Ну, в принципе, с посылкой на такие документы это может быть, хотя тут он недостатково добро сформулировано юридично, и это дает такую, ну, как бы, посылку на то, что будет порушена свобода слова, потому что могут открываться новые факты, и они были, злочинства были, и человек будет бояться их выказывать. И это поднял израильский урод. Это подняли израильтяне. Вот это вельми острый этот конфликт развивается. Навод до того, что откликали амбассадора в Тель-Авив. И он протягивается по сегодняшнему дню. Ну, в певной ступени, конечно, тут мают рацию, он там древно сформулировано, але, на мой погляд, это положение в этом законе все ж таки больше-меньше на месте. Другое положение, что те люди, которые не будут признавать злочинства украинских националистов, которые действовали с 25 года по 50 год, будут покараны штрафом альбо 3 годами тюрьмы. И вот тут, конечно, абсолютно провал. Это абсолютно. Потому что, по-перше, ніяких же тут ні на Нюрнберг, ні на яке міжнародне вже спасибок нема, бо нема. А по-другое, это такий подход, ну, чисто, ну, не то, что, ну, з одного боку. Это складана історія була. І коли, значить, ніхто не має права обвинуватити польського громадянина, что он там удельничал в таких и таких, значит, злочинствах, тому никто то, это выкликает великие сомнения. Потому что украинский бок має такие самые застероги. А что робить с карту з Берозой? А что робить с Райсом? Ведаете, кто такой Райс? Это член АК, керівник групи, які на Белостоку палили белорусские вёски и забивали белорусских детей. Только потому, что они были белорусскими. Сказали, вон забух. Вот. И палили хаты, забивали детей. Это все доследовано, фотографии, это еще в 60-х годах все было доследовано, написано с документами ЗУСИ. И навод это ИПН принял такую резолюцию, что там были элементы геноцида. Вот. Рейс это злочинца. З другого боку, ціла категорія людей у Польщі,
робіць дэманстрацыі і лічаць, што ён герой. Ён польскі герой, бо ён ваяваў супраць камунізму. Это как той Лукашенко сказал, и у Гитлера всего было там хорошего, что нашел. Но есть же критерии, які показывают. Он, может быть, и мастак добрый был, может быть, там неведомо еще кто был, но он же ожитворил акт геноциду. И тому тут зовсім другие критерии повинен подходить. И тому вот гэты закон он выкликал вельмі шмат зараз таких дискуссий. И в певной ступени абсолютно, вот, что дотычится вот этой формулировки за украинцами, абсолютно, кажут, оправданных, потому что это дрэнна погрунтовано на законах. Фактично отрывливается, что этим законом выводятся из-под отказности громадяне Польши, якія удзельнічалі у нейкіх злочинствах. Они еще могут быть открытые. Речі, які, невідомо, відкриваються, по сьогоднішній час працює антидефамаційна ліга там, і так далі. Може, вона відкриється. Вот. І тут такий розгорівся великий скандал. Він якби тихенько був прийнятий, там і Дуда його вже там підписався, який, я не ведаю, чим він кончиться. Во всякім разі, коли гэты урад не прийме ніяких іншых мер, і гэты закон застанецца, то гэта, на мой погляд, не будзе спрыяць, я кажу, добраму вобразу гэтай улады. Не толькі грамадзян Польшчы, ён закранае практычна ўсіх людзей, якія недзе могуць выступіць з нейкай крытыкай публіцыстычнай, ці што гэта асновапалагаючая з'ява дэмакратыі, свабода слова. Вот тут этой свободы слова просто она спынена. Вот. Тому это вельмі такі, сыры, я б сказав, недосконалый закон, які прийняти, і зараз йдуть такі, дискусії, і здається, що гэты урад не збираецца нічого рабіць. Гэта для інфармацыі нам важно ведаць, гэта, повторяю, тому что он дотычыць якраз не толькі грамадзян Польшчы. А з другого боку, напэўна, гэта не на карысць гэтага ураду польскага, напэўна. Але это іхныя справы. Я мушу сказаць, што я назіраю змены добрыя, таму што ёсць эканамічны рух у Польшчы, вырос агульны ўзровень зарплаты сярэдняй. Ёсць добрыя такія з'явы. Скажем, таксама знайшлі грошы, і кожнай польскай сям'і, якая мае 2 дзяцей, кожны месяц 500 злотых плаціцца. 500 злотых – это недзе парадку $180, скажем, так? Вот. Гэта такая дапамога, бо гэта фактычна трэць там ці што сярэдняя зарплата, это добрыя грошы. Вот. Таму людзі довольныя, што ўсё ж такі ёсць такая дапамога. Наколькі хопіць гэты грошы, адкуль яны там бяруцца, цяжка сказаць, але вельмі дапамагае Еўрапейскі Саюз. Еўрапейскі Саюз Польшчы дае 11 мільярдаў еўра субсидий кожны год. Развивайтесь. Развивайтесь. Вы знаете, что такое 11 миллиардов? Это велизарнейшие гроши. Теперь, вот литерально недавно, на развитие сельской господарки польской 2,5 миллиарды так само дадено. Это вельмі добрые умовы. И при гэтым я назираю такие з'явы, что выступают, як кажуть, головные особы з улады и потребуют, это еще была Беата Шидла, и потребуют от немцев платить Польше за то, что войной тут мешали, вот полякам не доплатили нечто. Конечно, треба разуметь, что финансы Евросоюза – это перш за все финансы Німеччини. Евросоюз тримається на Німеччині.
Вот это треба розуміти. І, звісно, це такі абсурдні з'яви. З одного боку йде вот така вот політика, а з другого боку йдуть ось такі претензії. Ну и это я уже так от этого закона отштруховываюсь, потому что я хочу сказать такую информацию, яка нас усіх занепокоїла. Усіх білорусів, з якими я говорив у Варшаві. Зміняється обстановка. На поверхню вилазять люди, які ранее не были, они были не в подполье. Люди со свідомістю 30-х годов. Вилез некий нікому невідомий історик, там чи що, який написав: білорусько-жидовські банди резали поляков. Слухайте, что это такое? Это историк. Вот. Это при, скажем, ну, ранее это было бы немагчимо, потому что это моветон, ну, такое не говорится. Лексика такая не вживается. Вот. Демонстрація відбулася 11 листопада. Я якраз був у Варшаві. Значить, там повно було провокаторів, які йшли з лозунгами, там, Польща для білих, там, ну, такое, російськими, все. Ну и на Заходе, конечно, сходились, что там фашизм там, и так далее. Ну там ніякий не фашизм, але це ясно, що вилізли ті люди, безотказні, які йшли з цими лозунгами, їх було там шмат, і ніхто їх не спинив. От у чому справа, що ніхто не спинив. Тому що натурально, що в этой УРАТ і Качинський не проводять таку політику, вони проводять нормальну політику. Але гэта то треба спинити. На конто того Райса, який знищав білоруські вёски і двухмесячных детей на багнеты, на штыки надевали. Все здымки есть. Это жахливая справа. Вот. Ну и что? Это Райс, значит, одна группа лічить, что это вот герой. И отбывается, что на могилы забитых гэтых вот у Белостоку еще люди, які живут, на коленях стоять, плачут, там свечки ставят, вспоминают гэтых людей. А тут же отбывается, з Варшави сюди приїжджають, вот гэта, что вылезли однекуль, и робят демонстрацию у підтримку Райса, что это герой. УРАТ обнажовывается, президент обнажовывается. Все правильно, он обнажевался. Але послухайте, ви обмежувалися і дали можливість їм демонстрації проводити цю підтримку. Тому ситуація виникає ось така, яка, ну, фактично, я от упершиню за 20 років, я у Польщі з 96 року, упершиню я особисто сутикнувся з актом ксенофобії. Коли супроть мене, потому что я говорю з акцентом, все ми говоримо з акцентом на чужих мовах. Ось, я впершиню з гэтым сутыкнуўся. Ось, і гэта выклікае пэўны непакой. Таму што палітыка у Еўропе, яна зараз мяняецца у, я б сказаў, бы, не лепшы бок, таму што тое, што праводзіла гэта ліберальная бюрократия, когда она была на своими, кажут, на вершине, когда все гэтые пошли гомосексуальные гэтые шлюбы, и аборты, и все это стало головным, и секс, про это только говорить, быть сам важнейшее питание нема. Вот, то все это выкликало реакцию, яка не проявлялась, покуль не почалась эмиграция з арабских країн. Вот эта война в Сирии, это вот эмиграция, якую пустили, гэта узорвало все. И Брексит тут, так сказать, и Орбан, и Венгрия, и нават Австрия, и Польша, тем больше. Вот гэта узорвало все, и зараз мы назираем такую картину, что тыя політичные силы, якія оппонируют гэтай політице, яны нічуть не лепшыя, чым тыя, які гэту палітыку праводзілі. А ў Францыі это ўвогуле анекдот. Это ліпенаўцы, или это сама Маріона Ле Пен, она грошы ад Пуціна бярэ. І той же Орбан, які Пуціна падтрымлівае. Это
А вот Чехия только что. Тому эта ситуация, потому что, ну, скажем, я и наша партия по своих поглядах, все нам ближе эта группа людей. Але я вот тут это выказываю, але это абсолютно ни в какие ворота не влазить, когда появляется ксенофобия, когда Путин робится, так сказать, некой панацеей от еврозвязовских таких выкручений. Так вот, становище такое доволі, я б не назвав, просто нема ідеї, нема той некой ідеальної, ну, може не ідеальної, а конструктивної ідеї, яка б эту Європу обновила, яка б дала б новий штуршок, новий накерунок. І це, що відбувається у Венгрії, у Польщі, у плані тих вот, значить, справ, зв'язаних з цими мігрантами, все. Вони мають рацію, я згоден і з поляками, і згодний з венграми, звісно, але що йде за гэтым, що виникає за спини, гэта приводить до того, что коли этому не робить никаких перешкод, то это просто приведет до фашизма. Это просто приведет до этого. Бо мы уже проходили такую историю в Европе, и это серьезно. Вот. Ну, і я мог би трошки ще розказати про ситуацію, яка відбувається у Польщі, але мені саме головне було показати вот з цим законом то, що закриває нас усіх, білорусів, и украинцев, и всех. Это вот такой дивный трохи закон, потому что оказывается, что навіть то законодавство, яке приймається за межою, и оно може оказати некий дренний вплив на інші країни, і воно є далеко не демократичне. Далеко не демократичне. Зараз, коли цю вже тему закінчиться, вельми коротко скажу, що в Європі Єврозв'яз прийняв декларацію з засудженням певних з'яв у законодавстві в Польщі. І от штуршком була ця демонстрація. І урухомили 7-й артикул, так званий. Він може привести до того, що з Польщі можуть бути деякі санкції. Вот такий іде процес у Європі, і він недобрий. Тому що за всю історію наших дочинень з поляками я лічу, що тепер саме хороше. Вот Беларусь и поляки теперь мы находимся в самых хороших стосунках. Вот. И допомога з боку Польщі, і лояльні відносини до поляків. Навіть само громадство, воно дойде, як було в 50-х годах, як раніше, і все це. Воно вельми добре все це. І вельми важно це, що зв'язує людей, що дає перспективу, вельми важно розвивати. Это Хельсинки заклали, это вся европейская политика в этом заключается, что треба развивать тое, что звязывает сучасное, тое, что дает перспективу. Теперь появляются люди, и в Венгрии сюда, которые глядят, які хочуть переиначити історію, які починають на історичних там фактах висвітляти які відносини. И это приводит до ненависти, до незразумелых неких заяв и так далее. Вот. Тому это тема, яку я вирішив вам розказати, як ми у этом орієнтувалися. Тому що все ж таки я стою на тих позиціях, що навіть треба підтримувати ті дочинення, які об'єднують висілки. Бо є групи у Польщі, там солідарність вальчонців, все, які думають об тим, що повинна відродитися Річ Посполита як таке одинство незалежних країн. Україна, Білорусь, Польща. Вельми добрий такий підход. Вот, що це зв'язано з історією, з культурою. Бо однієї держави, чого імкнулися там у 18 году, не буде. Це забудьте, то саме, що вернуть Совєтський Союз.
Але рэальна, што гэта такі культурны арэал і эканамічны арэал, які можа вельмі добра супрацоўнічаць. І ёсць такая пазіцыя. Вот то, што выходзіць зараз на паверхню, я называю это дэманы 30-х, гэта все это нівелюе. Все это нівелюе. Вот такая, ну, як бы складаная абстаноўка зараз у еўразвязе. І звязана гэта ў пэўнай ступені, бо ўсё пайшло ад Пуціна, ўсё пайшло ад нападу на Украіну і ад гэтага канфлікту. Это быў каталізатар, які прывёў да такіх дачыненняў. Што датычыць украінцаў, то я павінен сказаць, што якраз іхная пазіцыя дастаткова разумная. Яны не ўключаюцца у гэты канфлікт. Не ўключаюцца. Таму што ў іх ёсць аргументы. Аперацыя Вісла, там, скажем, калі выселеныя ўсе ж украінцы былі, яшчэ ўжо пры саветах рабілі. Усё, яны захоўваюць такое, но дыпламатычнае, стрыманае такое маўчанне, таму што для іх галоўная вайна з Расіяй. Вот што самае галоўнае. Вот. А расейцы выступілі з падтрымкай зараз урадаў Качынскага. Вот это уже лепшыя сябры сталі. Вот такая логіка атрымліваецца, што ўся штапло накірована тым, што найбольш этой смоленскай катастрофы, все тут атрымліваецца, што расейцы іх пачынаюць падтрымліваць.